реально туда перейти. Вот сейчас постоянно за пивом ходить. Где-то присесть может. Ну они ж хотят, чтобы я их тоже снял. А я тоже. Я слишком близко. Пустынные улицы вдвоем с тобой куда-то мы идем, а я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари давно, я говорю, пойдем в кино. Конечно. Восьмиклассница. Ты говоришь, что у тебя по географии края, ко мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Мамина помада, сапоги старшей сестры. Мне легко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Ради вас вітають у самому найліпшому барі Висловського узбережжя, це бар Beer Station. Меня зовут Мария Вайтович, я журналистка Еврорадио. Я зараз вам хочу розповісти про проект, який ми придумали з сябрами. Придумали літерально, коли сидели за стойкою в этом баре, в лепшем баре Висловського узбережжя Beer Station. Так. У всех это будут помнить за все. Короче, сидели мы одночі у барі і розмовляли про те, що відбувається у Білорусі. Узгадывали некие події і подумали, що шмат хто з людей вже починає забувати, що саме головне, чому ми домоглися у 2020 році, це, напевно, такая консолидация людей, когда люди зрозумели, что мы один народ, что мы можем сами все робить, сами допомагать один одному, подтримливать один одного. Але ж есть такое ощущение, что обычным часом некоторые люди про это забываются, и мы решили нечто з гэтым робить, потому что будет вельмі шкода знову стратить то, что до чего мы шли так долго. И мы вырашили просто почать себе и подумали, что мы можем робить. И мы зразумели, что все мы любим спевать, что песня, она подтримливала людей у самые тяжкие моменты життя. Мы час от часу збиралися, тут співали, приходили люди, слухали, подпевали. Ну и мы вырашили, чому ж не зробити з этого проекта, и придумали такие Happy Session у Beer Station. Короче, мы вирішили не просто тут збиратися і грати, співати, ми вирішили ще, що треба кому-небудь допомагати. У гэтым годзе было ліквідавана шмат розных ініцыятыў, шмат розных арганізацый, добрых, дзякуючы якім усё працавала ў Беларусі, недзяржаўных арганізацый. І мы вырашылі падтрымліваць сваім праектам гэтай арганізацыі.
Уваход на наше мерапрыемстве, якое будзе праходзіць кожны тыдзень, спадзяюся, будзе бескаштоўным, але мы будзем вельмі радыя донатам, і першая арганізацыя, якую мы падтрымліваем, гэта, канешне, мова на нова з Варшавы. Вось. У нас ёсць яе прадстаўнік, гэта Антон Варшавыскі. Всім привітання. Так, я думаю, што Антон сам зараз трошки распавядзе. Вось, для чаго гэта трэба? Що для чого треба? Для чого нам мова нам потрібна? Так собі питання, на що нам потрібна мова. Ось. Зараз я все розкажу. Для чаго нам патрэбен гэты праект? Гэта дакладна праект. Гэта нам патрэбны праект наш. Шмат чаго. Всім привітання, я Антось. Вось. Нам праект гэта патрэбны, каб аб'ядноўвацца, сябры. Мы все ведаем, все ж приехали з Беларусі. Кто приехал недавно, кто приехал совсем давно. Вось. Как нам аб'ядноўвацца, слухаць песні, спяваць і ввогуле. Ну, а, дарэчы, мы гэты праект робім, каб дапамагаць іншым ініцыятывам. Не толькі ініцыятыве «Мова на нова». Ну, все ведаеце, што здарылася з «Мова на нова», так? Вось, што яе ліквідавалі, што нас там трымалі вялікі ціск, мы вымушаны былі з'ехаць. Вось. Ну, мы заўсёды казалі, што мы не ў палітыцы, але там удзяржваць выдавцамі яны збіралі, калі гэта свае збіркі. Вось, яны такія, яны там штось робяць, штосьці стопудова, яны под предлогом они там вот собираются, на самом деле они, ну, все ведают. Таму мы такие, раз яны нас вытеснули отсюда, ну, мы объединялись не только с командой, мы, як Звукавыска, наша команда «Мова на нова» Звукавыска, мы объединялись с командой з «Мова на нова» з Молодечна, з «Мова на нова» з Витебску, з «Мова на нова» з Бярэсці. І собрали одну агульную команду «Мова на нова» з Варшавы, якая будзе бомбіць онлайн у Беларусь. І дарэчы, мы так. Я скажу, что уже бомбить паўсюль, усе размаўляюць пра «Мову на нову» з Варшавы. Учора у мяне было інтэрв'ю, нават сёння ночью у мяне было інтэрв'ю на радыё УНЭТ, і калі я сказала, што пра праект, так, прывітанне, ваша журналістка, якая са мной размаўляла, і калі я сказала наконт таго, што вось мы будзем гэтым разам падтрымліваць «Мову на нову» з Варшавы, мне адразу пачалі казаць, што ой, а ў іх яны ж яшчэ і гастралююць, яны не толькі ў Варшаве, яны яшчэ тут у Беласток недавно ездзілі. І там было, я памятаю, дарэчы, як ты ездзіў у Беласток. Так недавно было, що тут запомниться. Мы тебя чекали яшчэ тут, как трошки отрекомендовать гэты вечар. Не, круто, так, дарэчы, мы так само і вандруем, зараз позвіталі ў Беласток, так прыемная публіка. Провели занятки, з'явилася одразу супойка. Ось, і ведаеце, што я думаю, што праз 2 тыдні «Мова на нова» стартуе у Беластоку. Наступным разам мы едем у Берлін. Ось, так само нас запросили туды. Таму што мы яшчэ павандруем. Ну, дарэчы, я ввогуле лічу, што калі ў Новай Беларусі «Мова на нова» павінна быць у кожнай школе. У кожнай школе ўвечары яна павінна быць. Ось, там, так. Давайте так, я думаю, что ввогуле ситуация такая, что мы тут апынулись в Варшаве по разных причинах, и у нас есть некалькі шляхов. Есть шлях сядзець і плакацца, што нічога не атрымоўваецца, там скардзіцца, пачынаць шукаць там чужих сярод сваіх і там просто лайць, пісаць нейкія каментары ў Фейсбуку. Есть шлях іншы, мы можем аб'яднацца і рабіць нешта карыснае. И я думаю, что кожны, кто здесь знаходится, и он может нечто корыстное робить. Вот мы умеем петь. Мы вырашили спевать и трошки поднимать настрой людям, которые тут находятся, и таким же чином падтрымліваць іншыя проекты. Можа рабіць нешта яшчэ. Ну, можна, конечно, увогуле на ўсё забіць, але ж вельмі шкада будзе страціць тое, што мы ўжо маем. Таму не будзем доўга казаць. Вось наш проект. Хатні Сейшн, Уберстейшн. Мы его пошинаем, прекрасно, подписывайтесь нас. Так, мы будем тут збираться, я сподіваюся, кожен тиждень. І
Слідкуйте за нашими афішами на... Ну, я ще побутерим, до перший речі, сайт. так, ось, ще буде. І я думаю, що ми ще сьогодні зробимо такий відкритий мікрофон, де, може, хто є співаки, може прийти ще, у кінці поіграти. Зараз ми так поіграємо трошки своє, але постійно хтось Саблодук захотел бы погулять, и наступного раза так само долучайтесь с инициативами, будем допомагать усім. До речі, так, у нас є скарбонка, смотри, ось вона така, ось вона там. У нас є скарбонка, так Так, само і у нас це є буде все- QR-код, на який можна відправляти донати. Ось, Є так. у нас QR-код, так? Ну, кажуть, що не працює. Ну, може у когось це отримлюється, може у когось це ні. Ні, я к тому, що ці гроші пойдуть менавіта на проект «Мова на мова». Это могут быть социальные сетки развития промо-роликов, ці это буде якось діткам, їм є плани там закупитися трошки, там треба органайзерам. Ну, тому це буде, до речі, усі сродки будуть накеровані на користь білорусам, білорусикам і Білорусі. Ось. Що хотіла додати я ще, ми тут будемо трошки розмовляти з часу часу поміж. Ну, у нас насамперед ми не хочемо тут робити ніяку офіційну атмосферу, що усі відпочивають, п'ють, співають інші там корисні напої. Не забуваємо про наш чудовий бар. Ось. І я що хотіла додати, то, що кожен з вас можна написати ніяку записочку, ми обов'язково почитаємо питання, нам буде легше працювати, буде зрозуміло, що ви хочете почути. А крім того, як для вас, наприклад, нам. Що ще? Ну давайте зададим тему на нашому мероприємству. Я пропоную якраз консолідацію, об'єднання людей. Круто. Ось, давайте проговоримо. Я сьогодні снів эту тему, думаю, консолідація этого не надо. Так, ладно. Ну все, то почнемо. Антось, возьмем на розину. Дякую, дякую. У квіту дусьоки, тільки дихать не кожним днем тяжей. Повітря зовсім нема, тільки не вдихаю, все дарма. Лететь на брудный город, и красить мемуары, не варто очей, и не варто дуть. И я хожу на зоры, и я хожу на хмары, и слухаю вас на сердце. Подними меня небо над землею, подними меня небо, светлый обжар, подними меня небо над душою, подними меня небо, ветрами жар. Лететь над землей, лететь, сложить городы, сложить 100 дорог. Лететь, лететь, сунуть озерком, будет мой народ. На небо вырашаться, припел на ПВК, поехал свободы, дыхаю я. Умілися я відправся, відстоя злобних справ, які є сторону я глаза. Подними меня небо над землею, подними меня небо, слепый обжар, подними меня небо над душою, подними меня небо, ветрами жар. Я как и вы казали мне, пронял каждый звезды красный финал. Але я бачил небо я, тихо небом я, небо я страна. Подними меня небо над землею, подними меня небо, светлый обжар, подними меня небо над душою, подними меня небо, ветрами жар, подними меня небо над землею, подними меня небо, светлый обжар, подними меня небо. А у нас такого регламенту немає, пісні співаємо, можна навіть і замовляти. Главное донатить. Ну, ось.
О, ну перше за домов вже прийшло, так? Що? Кронштадт. Ага. Все ведаете песню гурта Кронштадт? Это ж Городенцев, это ж Кальян. Кальян. Ось Олеся Денисова, гурт Кальян, песня Кронштадт. Ну, до речі, коли слово щось це буде неправильно, то побачите. Не на Венесуэле. Але у нас таке відчування, що зараз, то, що зараз робиться у нас на межі, это жудосно просто. Поки хочеться нічого витримає братуха. Пусть уже залізли затвори і все буде хутко. Наше серце колонить і сумління не кишені. Не заплющені очі, поневні на коленях. И застались окошки, патроны не заспевали, повалил снегопад. Ветер подпевал им, ведал, як скончится Кронштадт. Коли застались окошки, патроны не заспевали, повалил снегопад. Ветер подпевал им, ведал, як скончится. Скончиться Кронштадт. Успоміни, як маланки про плачима пролетели. Мать, ты даруй того, что не поспели. Наши рваные селяки так народу задубели. Наши рваные снеги от них посырванели. И крови достались окошки, патроны мы засковали, повалил снегопад. Ветер подпевал и ведал, як скончится Кронштадт. Коли достались окошки, патроны мы засковали, повалил снегопад. Ветер подпевал и ведал, як скончится. Я ведал, як скончится Кронштадт. Я ведал, як скончится Кронштадт. Я ведал, як скончится Кронштадт. Добро. У нас тут такая домова, мы играем по 2 песни, у нас тут шмат, и все хочуть погулять, я ще відкритий мікрофон. Так, тут з подарення Марися, будь ласка, запрошую вас сюди. Дякую, дякую. А я ще вернуся, я ще погуляємо, поспіваємо, трошки на свої щось заграємо. Ось. Ну, я думаю, что не трапилось. Хотела с тобой еще опять поразмовлять, но поразмовляем після. Ладно. Поразмовляємо зараз. Зараз хто буде? Саша, так? Зараз для вас виступить Саша Василевська. Саша Василевську шмат хто ведає по Мінську, я впевнена в этом, тому що Саша грала повсюду. Не тільки на великих пляцовках нашого города, але і на вулицях. Сашу можна було побачити на площаді Промодникаря, на Зыбинской, напевно, так? Где же? А я пам'ятаю, я тебе там бачила. Ну, бачила тебе там, да ладно. Где только не бачили Сашу. Ой, Саша, вокалістка і гітаристка такого колективу «Аспирин». Вот, у неї є так само свой проект. Як називається твой проект, Саша? Ну, он назывался «Форхи», а потом нам пришлось экстренно переехать в Варшаву, поэтому пока я ищу музыкантов, если что. Так, ну докладно ми шукаємо музикантів не тільки Саші, шукаємо музику ми усі, коли у кого є знайомі, які
живуть у Варшаві зараз, ці приїжджають ще часу в Варшаву і хочуть долучитися до нашого проекту. Ми будемо вельми вам вдячні, пишіть нам, пропановуйте, це буде супер. Слухай, Саша, а що для тебе такое вот слово консолидация? Слушай, Маша, я даже не знаю, что тебе ответить. Просто столько всего про это сказано. Я лучше спою про это. То есть зараз буде пісня про консолідацію? Ну, думаю, что да. И про любовь даже. Видатно. Ну, добре. Пісня про консолідацію і кохання. Каждый праздник потом, каждый вечер ты меня ждешь в очках и синем пальто. Скоро нам отключат свет и перекроют газ. Тысячи глаз глядит проспект, и этот проспект за нас. Понты не прокатят, и он нам не батя, ни во сне, ни в алкоголе, не в любви. Случилось с каждым из нас. Каждый вечер ты любим, мы наплевать на газ. Что не греет, то остыло, и его пустить на мыло. Растворить, растворить, растворить. Скажи, будь ласка, ти в Варшаві знаходишся уже год. Можеш згадати щось цікаве, що з тобою здарилося у Варшаві, і твоє увогуле ураження від людей, від того, кого ти тут зустрічаєш? Ці сумно тебе, ці нечто все ж таки відбувається позитивно? Мне очень грустно, что я, привет, что я не могу попасть домой. А вообще, как-то удивительным образом сложилось, что Варшава абсолютно мой город. Вот прям мой до мозга костей, я его люблю. Что интересного произошло, я сначала работала в уборщицей, а теперь я пошла на научную работу в Варшавском университете. Это тоже очень прикольно. Ти пам'ятаєш момент свого переїзду, і що ось менавіта було особливо складаним, і як ти на це зараз озираєшся, і які твої думки? Мне сложно его вспоминать, если честно, не очень хочется. Вот. А зараз буде про що пісня? Про кохання. Знову про кохання. Зрозуміло. У нас усі пісні про кохання, консолідацію цифрової. Да, я сейчас просто свои песенки пою, потом будем петь чужие. Хорошо? Конечно. Как бы разом заспевать. Все, спасибо. Я твоя, теперь закрываю дверь. Теперь не хочется, и мне не хочется. Будут звезды лить свое тепло, дарить многоточие наверх, как строчка сто монет. Пепла золотая, живота кажется, теперь ничто меня накрыло полная. Полные глаза, полные штаны, полные карманы, полные глаза, полные
глаза жасминовые, рощи мимо окон на восток. Лето кровишку дышна, пороги от дождя, скрываюсь вполне, возможно, даже где-то рядом 7 секунд до ночи темный синий срочно золотая решила меня накрыла полная луна, полные глаза, полные штаны, полные полная луна, полные глаза, полные штаны, полные дома, теплый дождь с потолка, погибают грибы. Теплый дождь с потолка, погибают грибы. Спасибо, друзья. Мы меняемся. Наступны наш выканаўца гэта Эндрю Намасте. Вось пакуль Эндрю зараз садится и настроится, я хочу распавесці про Эндрю Намасте. Мы познаёмились тут, у Бирстейшн. Ну и когда мы придумали этот проект, я просила у всех, как мне дослали некую информацию, кто есть кто, чем занимается. И вот у Саши была песня про грибы, про кахание, конечно, але про грибы так само. Вот. И тут будет совпадение. Я вам рассказываю, что мне про себя написал Эндрю. Это было так давно, что и людей толком не было, но за грибами уже ездили. Как раз тогда меня и посетила мысль окунуться в музыку. Гитара, 3 аккорда и первая песня через 2 дня. Потом грибов стало так много, столько, сколько коллективов, в которых было замечено мое присутствие. Все стало настолько непредсказуемым, что пришлось стать у истоков индустриальной музыки Беларуси. Чем дальше, тем больше я погружался в мир электронных извращений и экспериментов с восприятием звука на фоне навозного социализма. Все это вылилось в проект Aesthetic Dreams, который и привел меня к общему знаменателю. Сейчас, по прошествии практически 30 лет моих творческих изысков, захотелось опять взять гитару в руки, вспомнить грибные места и просто отдохнуть. Это он, это Эндрю Намасте. Эндрю, что для тебя консолидация? Консолидация это для меня любое объединение любого количества людей, от 2 единиц, скажем, той же мужчины и женщины, до огромного количества, которые мы видели в 2020 году у нас в стране. Дякую. А ви свідчите, що я хотіла дальше сказати, на конт об'єднання, на конт усіх этих ініціатив, коли сидиш у барі і думаєш про то, ось, що ж я можу зробити там для Білорусі, ось, не просто тут сидіти і там вздихати. І ось ми з Ендрю сиділи, порозмовляли якраз про проект, якраз, що можна ось так збиратися, грати. А Ендрю каже, от, видиш, я ось теж грав на гітарі, а у мене нема. Я кажу, ну, блін. Давай пошукаем, а есть некий куфор в Варшаве? Может, на куфоре знайти там гитару некую, там все такое. Ну и мы пошли шукать, и тут Эндрю мне пишет раз в день такой, а ты ведаешь, я набыл гитару. И все ж таки концерт буде, и проект так само. Вот такая вот ситуация, просто зустріча у баре, просто размова. Ну да, по сути, с этого и началось. Разговоры-то были изначально до этого, а потом я просто подумал, что нужно делать какие-то первые шаги, выбрал гитару и все, и закрутилось. Послушай, сделай первый шаг, сделай первый шаг. Эндрю Намасте, слухаем, что нам сыграет Эндрю. Расскажу про себя, так как я занимаюсь электронной музыкой, но начинал когда-то с гитары очень и очень давно. Вот, гитару держал последний раз в руках, может, 2 года назад. Вот, поэтому мне немножечко сложно, я тут вот суфлером небольшим. Так как я более романтик в душе, я хочу исполнять для вас старые песни, которые вы все знаете, романтические,
душевные. Хочу, чтобы вы вспоминали и подпевали. Маленькая девочка со взглядом волчицы. Я тоже когда-то был самоубийцей. Я тоже лежал в окровавленной ванне и молча вкушал дым марихуаны. Ты видишь, как мирно пасутся коровы, и как лучезарны хрустальные горы. Мы вырвем столбы, мы отменим границы. О, маленькая девочка со взглядом волчицы. Спи сладким сном, не помни о прошлом. Дом, где жила ты, пустый, заброшенный, и мхом обрастут плиты гробницы. О, маленькая девочка со взглядом волчицы. Мама потрогает лоб, вскипятит на плите молоко. Где эта девочка, где, после которой мне будет легко? Где эта девочка, где это солнышко, где это все, что должно было быть у меня? Дед Мороз умер, я знал разных женщин, бывал не вперез. Где эта девочка, где, ведь иначе вся жизнь не всерьез. Где эта девочка, где это солнышко, где это все, что должно было быть у меня? У меня желтые глаза, теплые глаза желтого огня. Буду в них глядеть, бронзы слезы лить. Мне бы улететь, мне бы все забыть. Листья сгорят, праздник кончится, дети вернутся домой. И я узнаю ее, и она просто ляжет со мной. Где моя девочка, где моя ясная, где моя девочка с длинной и острой косой? У меня желтые глаза, теплые глаза желтого огня. Буду в них глядеть, слезы бронзы лить. Мне бы улететь, мне бы все забыть.
працягнемо наш вечір. Нарешті тільки що було питання. Ось, наприклад, чому ми тут зібралися і граємо там русский рок? Я одразу хочу сказати, що ми, песня леса, гэта менавіта хатні сейшн і бэкстейшн, гэта тое, што хочацца спяваць, тое, што хацелася спяваць, сидячи на кухнях. Я упэўнена, што большасць людзей, які тут сядзяць, яны памятаюць ці вечары, не ведаю, там у кожнага была кампанія, дзе людзі збіраліся, ігралі і у тым ліку русский рок. Таму тут не будзе такіх вось абмежаванняў, беларуская музыка, ці руская музыка. Мы будзем таксама запрашаць, я спадзяюся, што да нас далучацца і украінскія музыкі, і палякі. Дарэчы, Прага гэта вельмі такі стары, я думаю, што нехто ў курсе, стары раён, такі гістарычны, і Прагу вельмі любілі музыкі. Тут нават ёсць такая скульптура, помнік музыкам, якія гралі на Празе. І мы вырашылі вярнуць на Прагу музыку розную, беларускую, рускую, украінскую, польскую, чэшскую. Долучайцеся ўсе. Я запрошу зноў Антося. Антось? Я тут. Давай поговорим. Поговорить. Здесь мешки ворочатся. Як ти ворочав мішки у Варшаві? В Варшаві мешки. О! Чим ти тут займаєшся? Будова. Ой. Беспрацовный революционер, я это называю. Працую уволен час от революции. Вот. Чем занимаюсь? Ой, чем я только не занимаюсь. Песни играю, пиво пью. Хотелось сказать. Нет. А ты на таксовках ездишь? Не, я ездил. Я коли сюда приехал, на початку я працаваў у таксовцы, я зрабіў сабе ліцэнзію таксухажа. Вот, под шашечками бомбил там. Спочатку я працаваў так, я ездил под аппликацией, после подумал, потому что у меня есть лицензия, у меня есть таксометр, у меня есть все. Потому что мне ездить под этой, оплачивать. Я таки приезжал на этой, на постой, где таксовки стоять, я таки приезжал. Сяду себе, запалю, может, 40 хвилин чакаешь, а ты одного клиента берешь, курс зробив, я такий ще вирішив. Треба зробити таксометр больше. Не по 2 километра ездить, а по 3,5. Поехал, заплатили ще 40 злотовок, мне зробили 3,5, я один курс зробив 30, за 35, за 40, за 100 злотов. Все, дальше сижу годину, чекаю кого. Были комплименты от твоих пассажиров? Ну да. Шмат. А что там ехать? Я ездил свое, я не ездил, я где-то зараз супер это снес. Совершенно. Ось як вспомниш. Я пам'ятаю свої перші враження, коли я, напевно, 2 місяці тому не приїхала сюди. Я у перший вечір викликала таксовку, і у мене був такий розрив шаблонів, коли я сажуся, сидить хлопець, у таксовці грає така руська рибшина, висить турецький стяжок, ну і починається нейка така, і він вельми хутко їздить. Я думаю, хлопець, хто ти, так, ось все таке. А після він мені каже, я з Азербайджана, можна євро. Коротше, були такі, але ж вельми хутко, я пам'ятаю, що я люблю коли хутко їздити, але я просто трималася за сидіння і думала, як мені доїхати просто. А у тебе були ніякі, а у тебе були пасажири по шпині? Та за все, ну я ж типа такси, ну так, за все, я так само за все, я так не пришпиливается. Пришпильные, кажу, пассажиры. Пришпиленные, ну все пришпиленные. Ну, такая тема пришпильности. Ой, так. Ну, за все дня, больше таких, мне сдается, больше таких спокойно. Мы пришли все с працы едут. Один раз белорусы, дорогие, такие крутые мужики. И он был у БНФ в 91-м году от Могилевского, як это там, райвиконкому, был депутатом. Вот, мы так добре порозмовляли, у меня курс был на Лютинську за 20 злотих, хіба. Вот, а он такий у конці, ми розмовляли за тему, що дородиться зараз. Ось, і у конці я не дав 100 злотих, сказав, решти не треба, я такий, ніштяк. Все, можна їхати до хати, все, працював.
про ты. Ну, хай завсёды так шанцуем, мы еще поразмовляем, что ты будешь спевать. Ну раз уже пошла тема своих песен, то може я тогда своих песен трошки заиграю. Слухай, а коли ты уже увогуле пошел писать песни, як у тебе это все почалося, твой перший опыт? Мой перший досвід? Блін. Давай ми спочатку зіграємо це. Пригадаєш. Так. Ось, Давай. може бути популярно. Погнали. Ось. Так, ну, зіграю що-небудь такое романтичне. Раз у нас хатники, то більш такое спокійне. Жизни некий крок, мне сдается, это ты. Ты идешь, стогне сердца, у сердца боль, снись твоего образ, только сны. Обернуться и убачить то, что не мог себе дозволить верить, сподеваться на померы, какая не милость крылы, а к тебе мой ангел милый, все то, что ты так хотела, полететь, полетела. Точно жизни некий крок не сдается, это ты. Идешь и пошла туды урок, и снить в образ только сны. Обернуться и убачить кое-что не мог себе дозволить верить, сподеваться на померы, какая не милость крылы, а тебе мой ангел милый, все кое-что ты так хотела, полететь и полетела. Вернуться и убачить кое-что не мог себе дозволить верить, сподеваться на померы, какая не милость крылы, а на тебе мой ангел милый, все кое-что ты так хотела, полететь и полетела. Ясно. Любовная тема. Моя любовная тема. Вірить сподіватися на поміри, що ти співав зараз? Сподіватися на поміри. На поміри чогось там. Ну, эта песня была так придумана, видишь, таки. Як Михалок песни свои писал. Такая. Яблони зацветут, придут к тебе с цветами, тыры-пыры, в жопе дыры, и все такие. Ну, так само и это была песня продумана. Надо что напихать. А что, да. Нет, давай Павел назовемся. Ну, как бы это было, нам 17 было годов, 2000 який это год. Ну, сьогодні мені 34, до речі, я пережив Христа, браво, ось. С тобой, так. Ну, было написано такое.
14 год, ой, 4-й год, 3-й. Ну, что-то накидали. Треба было альбом записать. Мы записали на аппаратуру, у нас есть альбом. Потому что не было студии, не было ничего. Нет, ты вельми далеко зашел. Але ж перший опыт твой. То есть першая твоя песня, памятаешь? Так, у Костелі. Я прислуживал Костелі. Вот. Я был министрантом, старейшим министрантом, до речі. Вот. Так, я прислуживал Костелі, и у нас там, мы ходили на уроки релігії, і там при молоді ми там зробили свій гурт. До речі, Андрей Ігнатик, який веде курси «Мова на нова» зараз, мой колега, який зараз. Ось тут у Варшаві теж витісний, то так само грав на басу. Ось, і написали мені пісню. Могу навіть зіграти. Така господня, божечки. Блин, ну да. А нет, там решение было перших, если не победа. Ну такие контрасты. Что? Куплетик. Куплетик? Добре. Так нет, полностью. Это вот. Это еще третий, вот еще ранее. Это сам. В мире было много зла, в мире было много боли, боль, которая всегда обливала душу кровью. Но в нем остался этот страх, страх Божьим наказанием. Ты не бойся, он тебя не дотнется врата рая. Господь поможет нам прийти в его обитель, а также обрести покой души своей постой. В общем, так. Блин, вы, Дареша, у нас сегодня есть... Ну, первая песня, Дареша, да. Поляки есть у пары? Поляки. Матик. Эй, вот, поляки. Да я не разумею белорусской. Поляки, где вы есть еще? Твои слова такое у країні такої релігійної вельми. Твоя пісня просто, напевно, тут хітом би була. Была бы. Ну добре, продам за злотовку. Окей. Что ты еще... Не, готова на подарить кому подарить. Антось, что ты еще нам сыграешь? Тут такая тема любовная, альбом. А какую? Могу свое, не свое. Можем что-нибудь позвонить. Нарешті, я нагадую, що можна замовляти песенки. Ну, можно. Можно так само, я нагадую, что у нас есть вот такое ведро для донату. Не ведаю, ці працює все ж таки наш QR-код. Раніше нібито працював. Працює? Не працює. У нас есть карасей ведро для донату. Допоможіть цьому мові на мові з Варшави. Нам буде вельми приємно. Давай, співай уже, ну. Добре, співаю. Добре. Радостью беру на долоні хлебу. Маті, коханая, маті, як з пеклу, твой сина свою знов вернувся родиму. Твой сын он пройшов, и он прожил твою зиму. Той, кто не хоче, ніколи не убача, и слыхать не услыша, як той хлопец плача. А все те люди, что были в правосудии, коли добро судили, ніхто їх не забуде. Бо я народився тут, і я помру тут. Завтра, напевно, я знову прочнуся, але у своєї Білорусі я вийду в поле, вдихну по повітря, я знову на волі, і серце замерло, і зовсім я недавно об одних
ты как вольный по ветрам, как обнять свою маму, взять сюда лоник колосков жменю, делшину я курани, завесю осенний боя. Я народился тут, и я помру тут. На этой земле, о, этой земле, о, этой надворе, на этой просторе я народился тут, и я помру. Короче, песня была написана в 2004 году, так само это Бордюровская наша. Ось, але який сенс яна, ось що ось зараз у 2020-2021 яна більш має. Ми такі, давай я придумаем песню така емігранта, вертання емігранта. І ми такі, Яня, не ведаешь, чому? Не ведаешь, що нас нічого не придумаем. Може, конечно, запишем, Галів, то можете подобається. Ось. Ну, я народился тут. Может так? Ні. Але коли ти скажеш з вами, не треба таку штуку. Добре, иди порепетуй, а мы порозмовляем покуль с нашим гостем нашего хатнего сессиона. Вот. Иди сюда, Стефан. Не ведаю, гость. Паколькі мэта нашего проекта не толькі спяваць, а знаёміцца, размаўляць. Будем спевать, знаёмиться и размовлять. Так, это Стефан. Стефан, кто ты такой? Йоу. Ой, слушай, я простой гражданин, я бы так сказал, обычный гражданин. Я занимаюсь кино, занимаюсь музыкой и просто пытаюсь быть хорошим человеком. А что ты снимаешь, ты не снимаешь? У нас трошки ближе до микрофона, напомню. Ну, я год уже где-то собираю различные материалы про беженцев белорусских. Я это начал делать год назад, когда только началась вся вот эта вот ситуация в Беларуси, весь этот политический кризис. Я ездил в основном в Белую Подляску, в лагерь. Вот тут Саша Латко сидит. Он работал тогда в Центре белорусской солидарности, и я вот с ними тоже, мне передавали вещи от них, передавали со склада. Я перевозил их в лагеря. И попутно еще записывал истории людей, которые они мне рассказывали. И это, я считаю, очень важная вещь. Потому что часто, когда я общаюсь со многими людьми из Беларуси, они имеют такую очень интересную, странную позицию. Они говорят, что многие беженцы, они приехали сюда в попытке найти лучшую жизнь. Но это неправда. Многие из них, у кого я брал интервью, с кем я общался, они оставили квартиры в Беларуси. Они оставили бизнес в Беларуси. Они были обеспеченные, уважаемые люди, но они были вынуждены бежать. И меня волнует вопрос того, что 5 лет, 10, да какая разница, сколько пройдет, но когда наступит победа, всех этих людей надо будет вернуть, потому что это не абы кто, это хорошие люди, это специалисты, это мозги, которые нам будут нужны, и не стоит недооценивать их истории. Добре. Справді цікаво, я так задумався просто. Була некая історія, яка особливо тебе кранула, коли ти так їздив, допомагав? Це можете розповісти? Да, я думаю, история, которая мне больше всего запомнилась, я даже, до сих пор в производстве, я попытался посвятить целый отдельный короткометражный фильм про это. История матери из Гродно. Она сейчас с детьми живет в Белой Подляске. Нет, в Белостоке, извините, соврал. У нее история примерно такая. Она служила 5 лет в ПВО. В 2020-м, как начались протесты, она на них пошла в Гродно. На нее напали ОМОНовцы, она с группой ребят убегала, они ее вытащили, она рассказывала, как она прямо нервно, у нее руки тряслись, она не могла вставить ключи в машину, еле открыла дверь, они завелись и уехали подальше.
Она говорит, что после этого у нее полностью поменялось восприятие мира, полностью поменялось восприятие всей страны, в которой она жила и в которой она служила так долго. И она рассказывает, что 17 числа, получается, у них было собрание, где сказали, что слушайте, если вы не согласны с этой идеологией, с этой страной, собирайтесь уходить. И она в тот же момент подала увольнительный рапорт и ушла. Примерно, естественно, она подписала контракт, поэтому ее оштрафовали, Байсол помог. Но проходит время, и вы же помните, что в один момент все штрафы, заплаченные Байсолом, взыскали снова. И на нее начали заводить дело. Попутно, вот это тоже забавная история, такая возмутительная, но забавная. В школе у нее дети, 3 ребенка, маленькая дочка 7 лет, сын 9 и еще один сын 12. И вот старшему сыну в школе пришли и сказали всему классу, нарисуйте, пожалуйста, плане. Что? Конечно же, он нарисовал БЧП. И она рассказывает, что он пришел и говорит такой: мама, ты меня будешь, наверное, ругать. Она спрашивает: почему я тебя буду ругать? Он говорит: я вот нарисовал в школе, меня вызвали к директору, она ему отвечает: нет, я горжусь тобой, ты мой маленький революционер. И все было хорошо, но, конечно же, позвонили в социальные службы. И социальные службы собирались забрать детей. Она за пару дней собралась и оставив все, и как я и говорил, у нее было 2 квартиры, еще 2 машины осталось в Гродно. Она все собрала и уехала вместе с детьми. Но что меня больше всего зацепило в этой истории? Почему я именно за нее увязался? Ведь у детей есть отец. И отец тоже служил в армии. Точно так же, как и жена. Но он остался. Он выбрал их сторону. Он выбрал служить своей родине, как он сказал. И вот этот вот разрыв, вот этот раскол в семье, я его увидел как какая-то иллюстрация своеобразная целого раскола общества, который произошел. Хоть и на большую часть его против меньшей, но все равно раскол. Белорусы против белорусов. Дякую. Дякую, Стеф. Стеф, скажи, прекрасно, ось на фоні того, як ти їздиш, розмовляєш, зустрічаєшся з такими людьми, цих емоцій, уражень, так? Як ти думаєш? Просто я розумію, що є люди, які, наприклад, кажуть, покуль усі там наші брати, сябри сидять на Хрестина, то, нема місця ніяким там концертам, зустрічам, там, усмішкам і так далі. Ось ми зараз робимо такой ось проект. Як твоє враження? Я не помню, кто, но несколько лет назад я услышал вот такую чужую цитату: белорусов сравнили с хоббитами. И, по-моему, это на самом деле потрясающее сравнение, иллюстрацию которой мы увидели в прошлом году. Хоббиты. Кто такие хоббиты? Это маленькие, мирные такие люди-человечки, которые живут своей общиной и со всеми проблемами они справляются танцами и песнями. Точно так же, как и мы год назад всю нашу боль, всю эту коллективную травму переживали через танцы и песни. И да, люди страдают, но сейчас мы находимся в такой ситуации, когда важно просто быть вместе и продолжать строить то, что мы начали год назад. Это какое-то общество, это идея того, что мы все должны помогать друг другу, что в любой момент Беларусь подаст руку другому белорусу. Такие встречи, они важны, учитывая, сколько беженцев до сих пор приезжают в Польшу и в другие страны. Нужно проводить работу для того, чтобы этих людей связывали друг с другом, чтобы они могли продолжать общаться и продолжать жить в том комьюнити, з которого они уехали. Велике дякую, Стеф. Я, до речі, нагадаю, що і скажу, що Стеф, я ще й пише і читає реп. Я не ведаю, ці може ён зараз, конечно, зрабіць пасля такого просто эмоцыйнага дыялогу. Ці можеш ти зараз про таку нешта. Ну, можно бит какой-нибудь. Можешь? Ну, давай трошки. Можно бит какой-нибудь. Можно так? Я? Нет. Ладно, окей. Я попробую какого тогда. Ты умеешь? Нет. Битбоксеры собрались, целый бар, а? Это небольшой текст про Минск, который я написал пару месяцев назад. Я не знаю, конечно, с музыкой было бы лучше, но давайте посмотрим, как это получится. Хотя можно на гитаре попробовать.
Я ж кажу, чистий експромт. Починаю, я там Минск-Сити, OPG на связи. Минск-Сити, Шаутаут всем моим бандитам. Да, я знаю, это не Париж или Нью-Йорк, но не Москва. И далеко не Лондон, это Минск-Сити. В самом центре событий построили гостиниц, но некому поселиться. Знакомые лица с новыми лицами. Все как всегда, на районе не спится. И течет река Свислочь, течет наш напиток. По пятницам выбираешь, где ты будешь проводить их. Мы не дети Индиго, уличные бандиты. ОМОН на зыке, как обычно, сердитый. Кто кого разыщет, а кто кого сыщет. Как ты не крутись, тебя все равно обыщут. Но все равно опричник ничего не найдет. Я закончу этот денек с дымком. Вот он, центр Европы. Все как хотели, даже похожи банкноты. Оу, шит, знакомые локации на карте исчезают, не успеваем появляться. Днем свою линию боятся. Одна большая пати в этом городе, каждый друг друга знает. Меня так манят эти улицы, уютные кварталы. Закинуть завтрам и пару плюшек остывает. Суетиться за дворами, распыляя краску, будто не хотели хотим дальше. Чередаркой позади проводят тебя обратно. Понимаешь, что уехала уже не так уж мало. Кто-то поменяет, как нависла страну. Кто-то поменяет наш проспект на Крещатик. Но понимаешь, Минск там, где люди, а мои люди рядом. Это значит, что город-герой, но по маршруту полюбас. А в Минск родный клуб меня чекает. Ты сам, мое послание тебе. Мы все увидимся однажды. Жалко. Дякую всім. Вау, дякую, Стеф. Я скажу так, що може на наступному тижні ці простиці Стеф обов'язково з нами виступить. Це буде нова програма, нові музики. Стеф, велике дякую за історію, за те, що ти так ось з експромта і усіх здивив, я впевнена. Ми протягуємо наш концерт, і зараз для вас буде виступати знову Саша Василевська. Оу. Звучит все. Ой, мужчины высокие, люди. Вот так. Правда, что туда поезда. Ты выключаешь за собой свет, ты закрываешь на замок дверь, ты переходишь не на тот свет, тебе мигает красным глазом зверь. Если ты на все способен, но не работает тактика, недоволен и спокоен, тебе нужна практика.
лишаешься своих прав. Ты можешь даже вытопить свет, но также капает из крана вода и не спасает прокуренный плед. Закрой глаза, но посмотри вверх. Весна пришла, она свое возьмет. Тебя терзает твой больной гнев, но все равно я знаю наперед, что если ты на все способен, но не работает тактика. Будь доволен и спокоен. Тебе нужна практика. Помните, была такая группа «Запрещенные барабанщики»? Они про негра песни. Я спою, короче, я спою, да, я спою их другую песню, не про негра. В небе высоко, солнышко, как шмель. Море, молоко, берега, кисель. Музыка, ты теперь далеко, Фидель. Закрою глаза и вижу золотой песок Варадеро. Закрою глаза и слышу Гуантанамеро. Только раз, Два, Куба, Куба далеко, 3, 4. Куба и Куба рядом. Только раз, Два, Куба, Куба далеко, 3, 4. Куба И Куба рядом. А у нас облом вечно
говоришь, что так файно ты спеваешь? Блин. Ну, сейчас играть, так? Я люблю Ну, послушайте. я люблю алкоголические песни петь, хотя я уже очень давно не пью, но Мы пьем, не переживай. это группа Биллис Бэнд. Потому что когда я пила, это тоже было очень душевно. Биллис Бэнд. Биллис Бэнд. Я нагадываю, что тут працує бар и что можно замовлять розные алкоголические и неалкоголические напитки. В голове туман, на сердце ртуть. Дорога, ты ведешь меня сюда. Возможно, это карма или самообман, но я снова в кафе последний путь. Я забываю, ты волнуешься где-то там, ждешь меня, может быть, нет. И я вернусь, не плачь, только в кафе сижу чуть-чуть и еще раз в кафе последний путь. И я сижу один на столе портфель, я размещаю осадок возьмем с пьяным музыкантом, что мы вдвоем. Рулит портфелем, мне уже не встать. А пацан, бабушка, бармен сидят, я вижу, ты немного поля сосед. Мы с тобой умрем, когда надо пьем тут, мы фирменный коктейль последний. Любовь, подойди, посиди со мной, красивее девушки не видно нигде. Но ты еще зажги не со мной, наверное, просто ты приснилась мне. Всю ночь сижу кривоносным за столом, настигает поздний зыб и рассвет. Что там еще такое, забыла слова. Главный воздух, дом мой, последний путь, другой дороги нет. Саша Василевская. А ми протягуємо наш концерт. Знову у нас Ендрю Намасте. А чому Ендрю Намасте? Спрашивайте, Стась. Ну, тут все просто. По свидетельству о рождении я Андрей, просто Эндрю по-английски, Анжи по-польски, наверное, так? Наверное. Ежик, помните такой Comedy Club? Ежик. А ще була така пісня чешська, Юсть. Ежик важен. Ежик важен. Вот. А Намасте, ну, это моя любовь к Индии. Просто я полюбил эту страну, когда... Ну, в общем, сложности сколько. Я недолго, в принципе, 2 месяца прожил там. В Індії, так? А слухай, а люди, які з Індії, вони нечим подобні до Білорусі? Это сложно сказать. Скажем так, они похожи на тех белорусов, которые здесь. В плане того, что они готовы всегда прийти на выручку, они готовы помочь в любой ситуации, но они в большей степени как дети. То есть они доверчивые, они спрашивают постоянно, им постоянно что-то интересно, они более открытые. Вот, и это очень цепляет изначально, то есть когда ты попадаешь туда и начинаешь с ними знакомиться. Ні, ну слухай, ну ти так кажеш за тих білорусів, які здесь, так, які тут. Але ж я ще у 20-му году, я пам'ятаю, коли усі казали,
мы не переможем, мы перемогли, уже перемогли. Я думаю, блін, я романтична, я позицію думаю, які ж романтичні, який у нас романтичний народ. Думаю, клево було, так? Ну, просто получилось так, наверное, что, как вот уже сказали раньше, что здесь как бы, ну так уж получилось, что собрались, наверное, лучшие люди. Вот. По крайней мере, те, кого я встречаю, с кем я знакомлюсь, это немножко не те люди, с которыми я жил там. Ну, я жил в небольшом провинциальном городке, поэтому мне немножко сложнее. Тебе просто не пошанцевало, а так белорусы, яны паўсюль, белорусы и во всех городах, во всех, вот, может, так само приехали из разных городов, и тебе нарешті пошанцевало с теми белорусами, про яких ти марив. Андрей, Эндрю, скажи, коли ласка, ты хотел поразмовлять со мной про русский рок. Да, Эндрю забомбил. Большой такой момент, что мое мнение такое, что музыка, она вообще вне политики, на каком бы языке она ни была. Понятно, что можно было бы подготовить репертуар белорусской музыки, но мое мнение, как музыканта, я не хочу зарабатывать себе лишние очки, вот скажем так, на этой теме. Потому что для меня музыка, она вся хорошая. Она музыка, и тем более та, которая цепляет мою душу. Я думаю, что есть шанс такой, что найдутся люди, душу чью она еще зацепит. Пам'ятаєш, як ми співаємо? Мусорний ветер, дым из трубы, лаш Сейчас природы. немножко другое. Сейчас мы совместим, скажем так, западную музыку, но опять же с русским текстом. Мне просто проще петь по-русски, я человек еще того времени. Я же говорю, музыкой я занимаюсь более 30 лет. А ладно, уже не тренди, давай. Сейчас я немножечко разыграюсь. Я думаю, что пора уже подпевать немножечко. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, наш фильтр, простите, я не пел 2 года. Кондуктор, наш фильтр, глаза. Ну помогайте. Я к маме и родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Мой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная Кристина. Моя сущая игра. Я сяду за решетку, я буду страдать и умирать. И ты не придешь ко мне, мать моя родная, меня обнять, поцеловать.
вопросов. Есть время взглянуть мне в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Кондуктор, нажми на тормоза. Устали с дороги ковбои, путь их был так далек, осталось их только 3 из 44. Ну, немножко лирики. Дорожное кафе. Мужчина в тренировочных штанах протянет нам банку 3-литрового сока. Мы вчера потеряли свои небеса. Сколько лет мне будет сниться, что ты девица, и я не знаю, сколько лет мне будет сниться, что ты девица, ведь ты уже давно скелет. Шоссе, дорожное кафе. Мужчина в тренировочных штанах протянет нам банку 3-литрового сока. Мы вчера потеряли свои небеса. Будь со мной, мне страшно пробудиться, мне не укрыться. Я прошу тебя, побудь со мной. Мне страшно пробудиться, мне не укрыться. Я тоже не совсем живой. Дорожное кафе. Мужчина в тренировочных протянет нам банку 3-литрового сока. Мы вчера потеряли свои имена. Дякую велике. До речі, тобі казали, що це на радіо сексуальний голос. Я так слухаю свої продажі, ну все. Підпрацьовую по ночах. Секс по телефону, пожалуйста. Так, слышим за эту лирку. Кто зараз играет? Ага. А зараз для вас выступит наш специальный гость Дмитрий Бардосик. Мы вельми рады, Дмитрий, что вы с нами. Я думаю, что Я так само вельми рад. такие люди не потребуют специального представления, але для того, Дмитрий Бардосик. Чому? Добре, я представлю вам
письменник, бард, просто цудоўны чалавек, Зміцер Бартосік. Яшчэ я ведаю, што Зміцер Бартосік адносіць тэрапеў Каржа і Ціма Беларускіх. Правда такое было? Ведаю, што вы адносіць тэрапелі Ціма Беларускіх і Макса Каржа. Можна трошечки хвилиночку цішей, треба нам гітару перестроїти на сім'яді. Ось, а після ти запитаєшся і Ціма Беларускіх, і Макса. У нас невялічкі, колькі трэба часу? Одна. Одна хвилинка перапынышак, і мы будзем далей размаўляць і галоўнае спяваць. Мне сказалі, што зараз можна размаўляць. Зміцер, як вам гітара? Цудоўная гітара, это я просто остаўся апошні з магікамі, які грае на семіструннай гітаре, тому мне трэба постоянно перестроить. Зміцер, где вы пераспявали Ціму Беларускіх і Макса Каржа? Я веду, было такое нейкое шоу, так? Я ни в якім разе не хотел покуситься на авторитеты этих великих людей. Просто я николи песен их не чул, потому что я человек темный, змрочный, из іншого поколения. Я пришел на интервью на Белсат, да? И мне дали тексты, и просто голые тексты, сказали, заспевай як можешь, ну я як мог и заспевал. И после мне сказали, что я спевал великих людей. Но моим детям, які ведали и Макса Каржа, и Тиму Белорусских, и сказали, что все-таки я не подкачал. Ага. А памятаете зараз про мокрые тросы что-нибудь? Я ничего не знаю. Ясно. Давайте так. Сапраўдны Зміцер Бартосік з сапраўдным сваім репертуаром. Ой, давайте я заспеваю песню, якую можно подпевать. Я только что приехал с города Одессы, города моих предков. И не, это великий переклад, сделанный по моей замове, переклад Григора Бородулина, поэта Семена Кирсанова. Вы эту песню цудовно видите. И там в некоторых родках Бородулин нават приподнял верш Семена Кирсанова. Ёсць горад, з якім я вітаюся ў сне, ён радасць моя і апора. Ля чорнага мора паўстаў для мяне у цвеце акацыяў горад, у цвеце акацыяў горад. Ля чорнага мора ёсць горад, дзе жыў я і ў бездань нырнуў, дзе бераг мне выйсці дазволіў. Паветрам, якое ў маленстве ўдыхнуў, не мог я надыхацца ў волю, не мог я надыхацца ў волю. Ля чорнага мора бульвар не забуду я и тишину огни пароходов заснулых, и лавочку тую, где ты у вершину мне у я смело зернула, мне у я смело зернула. Ля чорнага мора святая земля, где лежал молодый мой сябра, опаленный боем, свела ему память венок золотый, и город названный героем, и город названный героем. Ля чорнага мора
життя застається чаровним завжди, і щастя не скардиться хору, де кожною весною так тягне туди. В Одессу мой солнечный город, в Одессу мой солнечный город, я черного мора, я черного мора. Поскольку я человек из России, який любит, так, Нижний Новгород. Мама Нижний Новгород, тата Одесса. То я... Беларусь. И закаханы в белорусскую культуру, то вот я хочу такие сделать синтез. Один из моих наилюбленных романсов у цудовном перекладе Аркадия Кулешова. Я один выхожу на дорогу, ночь и мглой окутала ее. Даль притихла, молящийся Богу, зорко зорцы голос подает. Зорко зорцы голос подает. У небесах велична исходна, у блакитным не спит земля. Что ж мне так и сумно, и моркотно, что со мной шапошка дую я, что со мной шапошка дую я. Не шкодую тем забытых мною, лепших мне не бачить и не чуть. Я шукаю воли да спокою, я б хотел забыться и заснуть. Я б хотел забыться и заснуть. И не так, як спять под крышем люди. Я б жадал такие убачить сны, каб жыццё мне усты малокруті, каб потиху дыхали яны, каб потиху дыхали яны. Каб до слыху долетал с пяшотай спел кахання, и под этой спев надо мной зеленою листотой темный дуб схилялся и шумел. Темный дуб схилялся и шумел. Я один выходжу на дорогу.
усіх, хто тут присутні, я 14 листопада, у меня будет день народження. Я буду тут спевать и читать всякие веселые свои тексты. Коли у вас будет свободный вечер, приходите, вы не пошкалюете, я буду весь вечер на арене, и вам не будет сумма. А 7-й починаем. А 7-й. Это будет сапраўдны день народження. Да, нарешті, підписуйтесь у соціальних сетках, есть сторонки, Бестейшн на Празе и Бестейшн на Львовской, так? Центрум, так, подписывайтесь и сажите за мероприємствами. А яшчэ, як же, мова на Нова Вава, там так само все івенти і біляться. Тому так само мова на Нова Вава, підписуйтесь. Ну, про телеграм Еврораду я не буду сказать. Ясно. Мы протягиваем наши решения. А еще написано. Так, а тут есть нравится. Ну, это я сказал, что не веселое. Можно я что-нибудь сумное скажу? А может и не сумное. Слушайте. Я вельми не люблю песен, присвяченных белорусской мове. Белорусских песен, присвяченных белорусской мове. Справа в том, что вот есть такая вот... Мы ее, эту мову, хорошенько забудем, а после столько песен и вершев напишем, и будем ее и клясться в любовь. Але, когда я прочитал верш Всеволода Стебураки, то мне захотелось этот верш спевать. Я придумал на его мелодию, мне здається, песня отрывалась, а там не зусим про, там не про фальшивые слова признания. Листопад, листопад, листопад. Тут поэзия просто условия не на інше, на нашей мове аккурат, аккурат, аккурат. Не на інше, на нашей мове аккурат, аккурат, аккурат. И неумольно проси, не проси. Далее будут совей, ты снежай, ядык этой мове так само належать, и ничего тут не додаси. Ядык этой мове так само належать, и ничего тут не додаси. Не додать тут не можна не усять. Бо у гэтым простужанным краі толькі мовай земля, толькі мовай живая, и никому их не разъединать. Толькі мовай земля, толькі мовай живая, и никому их не разъединать. Тут на мове дожди и мороз, потиск рук и пьяные обдымки, и у хате лясковой пожелклые стрімки, и все, что у жарт и у сурьез, и у хате лясковой
пожелклые стынки и усё, что ушать и усурьет. Это можно и не зауважать. Только мова у тебе прорастает коляком под коты, спокойно подступая к ободнойши, нарешті сказать коляком под коты, спокойно подступая к ободнойши, нарешті сказать. Листопад, листопад, листопад. Дмитрий Баркольский. 14 листопада о 12 годині у першим барі усім Вітовським узбережжі барі Пінстейшн буде виступати Дмитрий Баркольский. А мы протягиваем нашу вечерину. Саша. Покуль Саша будет немножко трошки подстраиваться. Слушайте, а давайте вы поведаете место, где мы все тут собрались. Яно утворилось... Як здорово, что все... Правда? Ну, глядите, сколько людей, вот про консолидацию, про все, что отбывается, да? Сколько людей сегодня сюда пришло. Просто мы придумали этот проект за несколько дней на самой справе. Я не чекала. Тут нечто отбывается энергетично доброе. Хочу вам расповести. В 2019 году два хлопца з Велики, Андрей и Саша, вирішили приехать у Варшаву и робить тут бизнес. Разливать пиво, строить, будовать бар. Это было задолго еще до всех подей 2020 года. Ну, приехали робить бизнес и все. А тут пошел 2020 год, понаехали в Беларусь. И вот как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мне кажется, что все мы здесь сегодня собрались. Отлично. І Саша хоче зараз заспівати пісню, яка присвящається нашому любимому бармену Андрею Альшевскому. Да, так получилось, что мы с Машей ровесницы, и короче, песня из русской попсы. Знаете, вот есть такие песни из русской попсы, которые мы слышали в детстве, они в душу западают, несмотря ни на что. Потом мы стали любить другую музыку, но мы ее споем. Конечно. Заспевать Саша, я так спою. Мы только что вспомнили. Капелька дождя упала на твои ладони этот день. Ты меня повсюду ждал и ходил за мной словно тень. Прячешь глаза, словно робостью навек. Скован сделай первый шаг, будь посмелее со мной. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Вечер за окном плывет, я закрыла дверь, ты со мной. Тает между нами лед, но еще не верю, что ты мой.
руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я, и даже я, И даже ты. Спасибо. Можно свою спеть или уже нет? Да не можно все. Саша заспевает. На голой парижанка, ласка. Еще свою. Давай. Там есть цитата из Высоцкого. Не подумайте, что это плагиат, это цитата. Виделись однажды на планете, случайно меж перилами моста, и солнце высоко, и южный ветер. Все это было видно неспроста. Курю, бросаю взгляды на прохожих, плюю на голову беспечный парижан. Ну до чего же вы с дождем похожи? Я снова армия дождя и сержант. Я знаю, что так нужно было. Все женщины уже на берегу. Помню только в одном.
матросы моют палубу вином. Ау. Куплю себе на горе платье, узнай меня по голосу страстей, и, может быть, произойдет зачатие неприходящей мудрости моей. Курю, бросаю взгляды на прохожих, плюю на голову беспечных парижан. Но для чего же мы с дождем похожи? Ты снова армии дождя, сержант. Знаю, 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 что так нужно было. Все женщины уже на берегу. Помню, 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 помню только одно. Матросы моют палубу вином. Ау. Конечно, зараз іде стрим, як я тільки що побачила. Ось, а в этот стрим глядить твой муж. Дюшечка, привет, любя. І він пише, що ти його кохана Шурочка, і, на жаль, його не з нами. Але він пише тебе зараз. Я напередала и перетелефоную. Так, я отдаю гитару кому? Давай. Давай. А то есть як тебе день народження? Добре. Зависит с досвідом. Досвід Дмитра Бартосика так само тут буде день народження. О, так я приду. 14. Пан Смитер, я приду. Так вы все придете. На день народження. Я кажу, поділіться ураженнями від дня народження. У Святося так само сьогодні день народження. Я кажу, як відзначається день народження у самым лепшим барі на усім Вісовським узбережжі. Хотелось бы как бы на Свисточском узбережжі. Ну, я думаю, что хутко ж мы переможем. Все ж верят, что мы переможем? Живее народ! Ну, вот. Ну, так, я думаю, не переможем. Живее народ! Живее! Ну, вот так. Может так. А третий раз. Живее! Живее вечно, до речі. Ну все, давай, пахни шагом. Пахни вешать. Что, складали, так уже? Ружки не делали, хоть там себе красная пирожил. Не разумею, ты играешь сильнейшее? Я устраиваюсь. Да, ты Давай. Починаем. Ну, а что починаем? Я эту программу не маю, я же не профессиональный музык, я же просто такие, вам пришел, поспевал. Вот так есть программа. А, у Володи, ну нема програми, до речі. Всем скромно. Як подобрав, так граю. Піднімай седло, неси світло, облегший снег намело. Ці тоня сніг, ці просто час, зганяє світ, зганяє нас. Ростуть доми, після дождю, будуємо ми свою межу. Будуємо ми могутнему, как там сховать
свою душу. Легкие, легкие наши далекие, тяжкие, близкие наши светлые, светлые наши померлые, темные, темные наши, что темные. Темный мне, те просто сна сказали мне, что ты моя. Никто не жить, у всех своих, и кожный клаев на себе, и кожный сам себе бальзам, награды мне ночной порой. А мы глядим, где вкусный фильм, где кожный сам себе герой. Легкие, легкие наши, далекие, тяжкие, тяжкие, близкие наши, светлые, светлые наши, померлые, темные, темные наши, что темные. И наша злость не бытовым, как наши гость. Над нами страх, и мы тостях, и мы живем не в пылкостях. Збирайся, бро, запаливай газ, усё стахот, тесный газа. Збирайся, бро, гаси светло, воскресший снег. Легкие, легкие наши, далекие, тяжкие, тяжкие, близкие наши, светлые, светлые наши, померлые, темные, темные наши, что темные. Дякую, дякую. Що ви? Меня тут просили там, есть Костя. Костя, ну таке кажуть. А ти любиш порнофільми? Я кажу, обожаю. Катаясь с пацанами на велосипедах, тут как раз закрутилось колесо. Рама бьет нас, мама бьет нас. Слава масса новых бегов. Что? Я слышал вроде хороший ремонте. Сосед полковник КГБ дядя Володя. Дядя Володя, дядя Володя, дядя Володя. Дядя Володя, закрути на гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути на гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Пока, погоди, это все равно играть, еще. Жена его только с нашим родственником нам гадни пришьет. Ее обожают не только с наших картов против год. Принцесса Наташа, любимица наша, к тому же она прокурор. Ну что же, тетя, вы нам пришьете. Почти все гайки закрутил дядя Володя. Дядя Володя? Дядя Володя! Дядя Володя! Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути.
Тусовку или сани, полфлакона, браги, хрен. И с ними две подруги, подними руками член. Рулили по пивнуху, дай хотя бы 50. У них все только начиналось, дружно был отряд. Какая Саня, бюрократа на работе день. Приема дары, может, выйдет как основной день. Давай, давай, пешком, я очередь пока займу. Бери Коляна 2 стакана, я уже бегу. По-синему, по-синему, есть такое слово, надо 200 как минимум. По-синему, по-синему, между нами разница пол-литра как минимум. Как только солнце показало нам свои лучи, по павильону построение как раз смотри. Уходит бытовая техника за 1,5. Один есть только выход, надо, 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 надо. По-синему, по-синему, есть такое слово, надо 200 как минимум. По-синему, по-синему, между нами разница пол-литра как минимум. Вам дякую, що прийшли. До побачення, добраніч, сладких снов і всього. Ну что, еще одну песню? Все уже отдавать. У нас уже начинается такая неформальная штука. А ты что, можно это записать? Я вот Солнце зашло 7 утра, когда я на коне рыбы замирал. 12 лет прошло, как Чернобыль бомбанул. Вот тогда народ радиации хлебнул. В Белоруссии родился, в Белоруссии умрешь. И туда от этой жизни, если хочешь, не уйдешь. Наш дом, Беларусь, наш дом, Беларусь. Лукашенко и хотят, но ему придет пиздец. Наш дом, Беларусь, наш дом, Беларусь. Лукашенко и хотят, но ему придет пиздец. Вообще над городом светится луна. И ты как собаки туда и сюда. Крысы туалетные нюхают морковь. На Московской дубинке человеческая кровь. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко и котец, но ему придет. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко и котец, но ему придет пиздец. Этот лысый пидорас правит нашою страною. Надо дать ему порог, а потом еще огонь. Усидит в своей деревне и пасет своих свиней, чтоб не слышать больше этих ебаных речей. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко и котец, но ему придет пиздец. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко и котец, но ему придет пиздец. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко и котец, но ему
действие. Я тебе научу. Там просто песня такая. Песня такая, я говорю, с добрым концом. Добрый конец, ну так. Видишь, я сегодня 3 раза ту у свечек, и 3 раза я хотел, как наставник, ебаный пиздец. Ну, я сегодня 3 раза поставил. Чтобы он 3 раза перекульнулся там своей камерой и там что-нибудь заробил с собой. Не треба, нехай даже не дописати Беларусь своей камерой. Вот. Олег нехай здорово. Я не буду шутить, скажу. Что поем? Что это фестиваль? Что? Что? Ну, добре, тоді я сам. Это было. Ну, зараз, нет, у меня же просто шмат репертуара, мне только скажите, я буду брать. Ты давай белорусскую какую-нибудь. Белорусскую? Давай поспеваешь. слово. Нет, то слово ты не ведешь слово. Это как бы все ведали, как бы все. Как бы все ведали? Да. Давай.